umma.ru. Достоверно об исламе. Тема многоженства последние 20 лет на постсоветском пространстве стала довольно такой модной. С учетом миграции, переезда, в том числе на заработки, мужчин в разные страны, Европа, Америка, Россия, опять же, под неким, в кавычках, многоженством появляются тут браки, там браки. И последние даже 17 лет работы имамами, как имам, общаясь с людьми, получая соответствующие вопросы, где-то рекомендации, где-то узнавая, как у первой жены, после того, как появилась вторая, потом как у второй жены, а потом, оказывается, кто-то стал четвертой, и только через какое-то количество месяцев узнал об этом. Так вот, вот эти все игры современных взрослых людей, они, конечно же, очень несерьезны. Ислам подобные вещи не допускает, к ним относится очень строго, даже сурово. Пред Богом семья — это очень ответственно. Создают семью на всю оставшуюся жизнь. И если даже человек, супруга его, возможно, уже не может рожать детей, да, у него только 3 или 4, он хочет больше, и у него большой достаток. Да, безусловно, возможно, в Коране говорится «Мэthна ва thulatha ва руба» — 2, 3, 4, но это ограничение. Но только в том случае, если человек, у первой семьи есть дом или квартира, есть соответствующее внимание, соответствующее материальное обеспечение. И для второй семьи должно быть то же самое. Такая же квартира с таким же ремонтом, такой же дом с такой же обстановкой, такие же подарки, такое же количество времени, внимания, такое же. В Коране сказано «Фаиллям тадилю». В продолжении того аята, это 4 сура, 3 аят, сура женщины. Так вот, да, говорится 2, 3, 4. «Фаиллям тадилю фавахида». Но если не будете справедливы, то одна. Материальное обеспечение, время, внимание, забота, подарки. На этот счет есть очень хороший, известный, достоверный хадис. Сахих. Вот Абу Хурайра, сводный хадис имама Тирмизи, в других хадисах, сводных хадисов приводится. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ида канат инда раджули имраатан, фалам я'адил байнахума, джаа яум аль-киямати, ва шакуху сакит». Если у мужчины будет 2 жены, и он не будет справедлив между ними, как я до этого сказал, и что на сегодняшний день мы обычно и видим. Если у человека будет 2 жены, и он не будет справедлив в отношении них обоих, то это настолько большой грех, что в судный день, после всеобщего воскрешения, именно этот мужчина, так называемый мужчина, так называемый почему? Потому что не умел должным образом почувствовать ответственность бытности главой семьи и не умел должным образом управлять своими влечениями. Так вот, после воскрешения всеобщего на огромной площади суда пред всем человечеством этот мужчина, в кавычках, он предстанет пред Богом. И будет очевидным то, что он совершил очень серьезный грех, когда жил в земной обители, в экзаменационной земной обители. Почему? Признак шакуху сакет, половина этого мужчины после воскрешения тела и воссоединения с душою, те грехи людей, которые были им присущи, которые были крайне пагубны, они будут видны на них, на их телах. И в данном случае, при совершении этого греха, отсутствие равноправия, одинакового отношения, одинакового обеспечения, этот мужчина будет шакуху сакет, вторая половина его тела будет тащиться за ним.
будет подобно как упавшее. То есть ему придется, уж никто с него не спросил за безответственность в земной жизни, но в судный день ему придется ответить пред Всевышним Творцом каким-то количеством лет, десятилетий, миллионов лет. Одному Всевышнему Творцу известно, но все-таки пребывание в аду, попотеть и погореть придется. Вальхамдулиллахи Раббил Аламин. И хочется и кричать, и орать, и так далее. Фалияскот. Пусть человек замолчит.